Здравствуйте, это программа «Структура момента» в Республике Коми. Я ее ведущий Валерий Фадеев. Обычно я веду программу «Структура момента» в Москве на Первом канале. С коллегами телеканала «Юрган» мы решили сделать серию программ здесь, в Республике. Серию программ под общим названием «Качество жизни». Качество жизни людей. Программа, касающаяся основных проблем, касающихся жителей республики. Мы сделали первые две программы о жилищно-коммунальном хозяйстве, о проблемах и об их решении в этой области жизни. Вторая программа была по здравоохранению. Сегодня мы обсуждаем перспективы развития народного хозяйства республики. Инвестиции, новые проекты, рабочие места, наука, образование, связанные с развитием хозяйственного комплекса, жилье, которое потребуется для того, чтобы специалисты могли достойно жить. Вот круг сегодняшних тем. Позвольте представить участников сегодняшней программы. Сергей Анатольевич Гапликов, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. Добрый вечер. Ольга Викторовна Савастьянова, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми. Добрый вечер. Михаил Юрьевич Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Николаевич Самоделкин, глава администрации города Сыктывкар. Здравствуйте. Добрый вечер. Николай Михайлович Черный, генеральный директор компании «Птицефабрика Зеленецкая». Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Анатольевич, первый вопрос к вам. Вы в марте выступили с большим докладом на заседании Госсовета. Это был программный доклад о развитии хозяйственного комплекса республики. На кого вы будете опираться при реализации этого плана? На какие институты, на каких людей, может быть, конкретно? Ну, в целом я хочу сказать, что, конечно, упор делался фактически на все слои населения, на все имеющиеся ресурсы. И, в частности, я бы сказал, что, конечно, те, кто сегодня предназначен для реализации этой программы, они практически в каждом сегменте развития региона. В большей степени, конечно, это экономическая составляющая, это формирование потенциала, значит, это бизнес. Это все те, кто сегодня имеет потенциальную возможность реализовать себя. Ну и, конечно, это кадры, это ресурсы, те, которые будут создавать ту самую дополнительную прибавочную стоимость, которая должна уже в более масштабных объемах оставаться в регионе. Николай Михайлович, прозвучала тема бизнеса. У нас в России несколько организаций бизнеса. РСПП, «Опора», «Деловая Россия», «Бизнес Республики». Он участвует в обсуждении тех планов, что предлагает глава. Какие-то свои предложения дает? Это вообще его касается? Это в первую очередь касается бизнеса, поскольку предложения Сергея Анатольевича довольно интересные были, и это очень обсуждается. Потому что, во-первых, было прозвучено, что увеличить объем производства молока в республике. Это самый тепличный комплекс в Емве построить. Это дополнительные рабочие места, это дополнительные инвестиции в республику. Это очень серьезно. Тот тепличный комплекс, о котором вы сейчас сказали, мы его обсудим позднее. Это один из проектов. И я бы сейчас хотел, чтобы мы посмотрели подготовленный коллегами канала сюжет об инвестициях. Инвестиционная политика – один из главных козырей уже озвученной программы возрождения республики. Развитие крупных проектов при поддержке концернов и госкорпораций для нашего ресурсного региона – вполне очевидный и предсказуемый путь быстрого вывода экономики из пике. Причем у каждого района так называемые драйверы развития разные. В Сыктывкаре сделают ставку на завод башенных кранов и в перспективе на комбинат панельного домостроения. Для строительства и активного развития проекта сегодня самое актуальное. А если держать в уме еще и создание индустриального парка в столице Коми, так и вовсе незаменимое. Стратегическая цель проектов – рост жилищного строительства и снижение себестоимости квадратного метра. Сумма инвестиций здесь 250 миллионов рублей. Еще одну идею – создать в Сыктывкаре производство самолетов Ан-2 с новым технически усовершенствованным двигателем и силовой установкой озвучил в эфире телеканала «Юрган» руководитель региона Сергей Гапликов. В этом году обновленная «Аннушка» получила аттестат летной готовности и право коммерческой эксплуатации по перевозке пассажиров и грузов. Под Ухтой нефтяники построят Ярикский горно-химический комбинат. А это 1500 рабочих мест только на самой стройке, а в период промышленной эксплуатации комбинату станут необходимы 2500 сотрудников.
После выхода на проектную мощность ежегодные поступления налогов в консолидированный бюджет республики примерно 1 миллиард рублей. Газовики строят газопровод Ухта-Торжок-2, а это 970 желтых километров самой нитки, 8 новых компрессорных станций на 689 мегаватт. Ухта-Торжок-2 станет самым современным в мире магистральным газопроводом на рабочее давление 100 атмосфер и обеспечит поставку газа для северо-запада России и на экспорт. Общий объем инвестиций здесь 217 миллиардов рублей. Уникальный тепличный комплекс для выращивания экологически чистых овощей построят в Нижпогосском районе. Соглашение между региональными властями и Краснодарской строительной компанией амбициозно. Инвестиции в проект за 3 года составят 9 миллиардов рублей. Новый проект – это целый комплекс теплиц, логистический центр, административные здания, реконструкция старого овощехранилища и большой энергетический блок. У Воркуты своя инвестиционная история. Заполярье интегрирует федеральные арктические программы. Здесь упор сделают на инфраструктурные проекты военного назначения для создания стратегически важной базы освоения Арктики. Новые рабочие места в республике – безусловный приоритет. Компаниям-инвесторам власти готовы предоставлять преференции и работать сообща. Мы увидели этот прекрасный комплекс. Вот, Николай Михайлович, все-таки, а сколько людей, готовы предприниматели в республике реализовывать большие проекты? 5, 10, 100? Я полагаю, что это нас очень много. Много? Что а где вы раньше были? Мы всегда здесь находились. 2, 3, мы всегда вкладывали деньги именно в производство, наше производство вкладывали деньги. Вы не можете сказать, что экономика республики брызжет проектами, инвестициями? Я бы не сказал, что брызжет, но идеи есть. Идея есть. Вот и Сергей Анатольевич, в частности, вот, поучаствовал в таких привлечении дополнительных проектов. И полагаю, что и у специалистов, и у руководителей хозяйств таких идей очень много. Просто маленькие... А список есть? Список всегда он был. Не-не-не, список. Вот так, чтобы вот можно было зайти на сайт РСПП или Деловой России и сказать, вот список наших проектов. Ну, если позволите, я, конечно, скажу, что в ближайшее время у нас сформируется такой список. Почему я говорю именно, что как будто я пытаюсь от бизнеса получить список, понимаете, а не от главы республики. Дело в том, что на сегодняшний день Николай Михайлович, у него такой очень яркий, но узкий достаточно сегмент. Николай Михайлович, выдающийся предприниматель. Это правда. Это правда. И на сегодняшний день я могу сказать, что я просто не хотел, чтобы он за всех отвечал. Впрочем, я, как в республике, значит, отвечаю за всех. И в этой ситуации мы сделали инвестиционную карту. Эта карта сегодня базируется на ресурсах. В первую очередь, это земельные ресурсы, это ресурсы имущественные, те, которые могут быть вовлечены в процесс инвестирования. Это, конечно, ряд стратегических предприятий, которые сегодня заинтересованы. И вторая составляющая – это малый и средний бизнес. Это та ниша, которая, по большому, сегодня крайне востребована. И когда они, как вы правильно говорите, заходят на сайт, видят те ресурсы, которые сегодня могут быть вовлечены в развитие каждого района, каждого города, каждого муниципального образования, сельского поселения, неважно. Но они видят перспективу, чем могут условно располагать и во что могут вкладывать. И как здесь та или иная ситуация может быть востребована. То есть то, что вы рассказываете, фактически это вы проявляете инициативу. Это вы говорите, вот вам проекты. Дело в том, что кто-то же должен быть консолидатором. А с той стороны-то они стучат в дверь и говорят, ну-ка нам помогите, у нас сотни проектов. Да, у них есть достаточно большое количество проектов. Вот в частности, говорить, если по фабрике Зеленская, очень большой перечень. И мы сегодня, конечно, спорим в ряде нюансов, потому что, понимаем, что нам, конечно, дивиденды очень важны с точки зрения развития социальных программ и так далее. Но вот директор отстаивает, он показывает перспективное направление, говорит, что бизнес в этой части крайне будет выгодным в ситуации и больше даст прибавочной стоимости, значит, налогов. Мы идем навстречу. Андрей Николаевич, а у вас в приемной, наверное, толпятся предприниматели, которые требуют реализации проектов? На самом деле, если не толпятся, достаточно много, которые готовы. Особенно Сыктывкар, славен сегодня поддержкой малого и среднего бизнеса. И этот сегмент достаточно неплохо работает. Что касается крупных проектов, мы считаем свой город тоже достаточно хорошей инвестиционной площадкой. Простой пример. Сегодня город достаточно с большим содержанием деревянного жилья. У нас 4 застроенные территории, которые требуют своего развития. Это крупные инвестиционные вложения. Поэтому сегодня есть интересанты, мы ждем. Первая площадка у нас уже начала осваиваться. Поэтому если придут еще дополнительно, а такие интересанты, я повторюсь, что уже есть, то, я думаю, те планы, которые мы для себя строим, в освоении вот этих застроенных территорий, они будут продвигаться. Во-вторых, Сыктывкар – это логистический центр. Сегодня все, что говорится с части
логистики, развития транспортной инфраструктуры. Это тоже очень привлекательно для города. И сегодня интерес такой есть. Потому что привезти из России в Республику Коми, ну, не так просто, но тем не менее в городе есть железная дорога, есть аэропортовое хозяйство, есть автомобильные дороги. Мало того, у нас есть крупнейший проект, который, к сожалению, заморожен, мы его всячески продвигаем, но пока не продвинулись. Это аэропорт Соколовка. Значит, с точки зрения опорной точки, которая бы позволяла принимать крупные грузы и перемещать их по европейскому северу, это суперпроект. Другое дело, что сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы он заработал. Но это вложение огромное. Вот, Андрей Николаевич, да, хорошо. А предположим, что аэропорт уже есть. Он уже вот есть. Предположим, что он уже работает, все уже первоклассное. И что, немедленно пойдет поток бизнеса в город? Вы знаете, хабовая система, она позволяет, во-первых, решить серьезно транспортную систему как внутри региона, а мы достаточно как бы удаленные друг от друга пункты, это первое. Во-вторых, сегодня мы находимся на пересечении транснациональных трасс, которые проходят практически все над нашим коридором, над городом Сыктывкаром. Значит, это сегодня позволяет, где заправиться дороже, в Сыктывкаре или в Москве, в аэропортовых хозяйствах, или в Санкт-Петербурге. Конечно, в столичных городах, понятно. Конечно, в столичных аэропортах. Но согласитесь, что это проект, ну, такой, я бы сказал, транснациональный, понимаете? А я спрашиваю о простых людях. А простым людям тоже выгодно. Как Николай Михайлович, я имею в виду, о таких простых людях, которые могли бы прийти и что-то сделать. Вот о чем надо разговаривать. Значит, ну, во-первых, сам по себе проект позволяет загрузить людей, значит, чтобы они там его достраивали. Во-вторых, чтобы они там работали. Это простые люди. Все-таки вот, чего-то боятся бизнесмены. Проект, да, вот сейчас мы ведем, да, курица в дорогу. Вот чем больше развития пассажиров, пассажиропоток, понятно, что как в те добрые времена, да, кому-то же нужно, по сути дела, там, взять какой-то тормозок в дорогу. Ну, я условно, я утрированно говорю, но тем не менее, этот факт присутствует сегодня. Да. И здесь, конечно, нужно не отбрасывать со счетов, что транспортная доступность, легкость транспортной доступности и комфортность, когда в единый билет включается все, вплоть до автобусного сообщения, железнодорожного, да, если хотите, паромного и авиационного до точки назначения, это уже принятая, ну, в развитых странах система. И мы на сегодняшний день как раз и хотели бы с этой точки зрения разгрузить определенные перезагруженные хабы и дать возможность разгрузиться и снизить издержки, в том числе понизить соответствующую стоимость перевозочного билета или так называемого билета для конечного потребителя. Ну и в плюс, конечно, концентрированно решать вопросы с точки зрения крупных инвестиций на территории региона. То есть мне рассказывали, может быть, это не так, что поезд, который вот Воркута-Москва, там надо же, как там, вот где воду кипятят, и там уголь нужен. Так вот, уголь загружают не в Воркуте, а в Москве. Понимаете, какое дело? В Москве. Я вам просто... Кто-то, может быть, скажет, займет эту позицию. Уже сказали, Александр, уже сказали. На сегодняшний день я вам могу сказать, что у нас принято решение и договоренность с РЖД есть. Мы меняем эти вагоны старые. Это вы сказали. Это вы сказали. Где инициатива с мест? А это Северная железная дорога, которая по большому счету отреагировала, и мы им благодарны как партнеру. Ольга Викторовна, почему? Понимаете, я могу быть неправ. И когда говорят, вот, значит, бизнес идет. Ну, уголь-то, наверное, можно грузить на вагон. Это тоже бизнес, тоже деньжата небольшие. Но воркутинский уголь, наверное, воркутинский, не знаю какой, грузят в Москве. Почему энергии не хватает? Не, я не согласна, что энергии не хватает. Мы сейчас с вами, по сути, говорим о проблемах, которые, наверное, были вчера. Да, конечно, конечно. И они 20 лет, 15 тут и мы должны эти произнести, что все-таки сегодня уровень этих проблем, он другой. И конструктивно, наверное, будет, если мы будем отталкиваться от той ситуации, которая сегодня. Сегодня ситуация – это такие очень важные программные вещи инвестиционного плана практически по всем основным направлениям развития отраслей в республике. Да?
И я думаю, что вот Николай Михайлович об этом говорил, как и любой бизнесмен, у кого сегодня очень много инициатив, и какие бы они ни были разносторонние, он будет исходить из того, какие у него реальные возможности для того, чтобы эту инициативу можно было реализовать. Я думаю, что как раз понимание, что твоя инициатива в республике востребована, ты можешь свои силы приложить. И приложить не только вот единолично сам по себе, а создается, по сути, некая инфраструктура. Атмосфера меняется. И о чем говорил Понятно. Андрей Николаевич по городу Сыктывкару. Да? То есть есть некие условия, которые в данном случае муниципальная власть, вот мы слышали о том, то, что касается власти государственной, которая готова включиться для того, чтобы эти возможности сделать реальными. Я думаю, что сегодня все-таки ситуация такова, что есть возможности, реальные возможности, чтобы она менялась. И я думаю, что все здесь сидящие хотят, чтобы того, что было вчера, в частности, если брать на примере этого угля, этого не было. Научный потенциал. Научный Научный потенциал. Вот потенциал. вы занимались и вы провели очень мощную образовательную конференцию неделю назад в Ухте. Образование рядом с наукой. Научный потенциал каков в республике? Знаете, что касается научного потенциала, в принципе, сам научный комплекс нашего региона, он является одним из самых развитых среди других субъектов Российской Федерации. Потому что мы можем посмотреть вот, школы наших академиков, это как и Юшкин, и Асхабов, и Рощевский, и Оводов. Ну, достаточно, я думаю, что у всех на слуху имена отца и сына Черновых, и Анатолия Ивановича Таскаева, и Виталия Николаевича Лаженцева. Кого-то из этих людей уже нет с нами, но школа, созданная этими людьми, вклад, который сегодня масштабен не только для региональной нашей науки, а российской мировой, он огромен. И я думаю, что здесь на сегодняшний день опять-таки мы переходим к ситуации проблемы, когда эти знания, эти наработки, они не востребованы. И вот сейчас как бы понимание того, куда мы будем развиваться, я думаю, что, конечно, следующий шаг – это насколько наша наука со своей сложившейся практикой, очень ценной, может здесь быть полезна. И я думаю, что востребованность, она, конечно, будет совершенно другая. То есть возможности для этого есть. Очень важно, что поступил государственный заказ на то, что сегодня Зашел в библиотеку. научном знании есть. Ну, правда, не зашел, мне привезли. Раньше называлась Ленинка. Знаменитый эконом-географ Валентина Александровна Витязева, первый ректор Сыктывкарского университета государственного. Вот 1965 год. Узловая проблема промышленного освоения Европейского севера Советского Союза. Прекрасная эконом-географическая книга. Вот я взял, даже покажу зрителям, развитие производительных сил Коми АССР. 1968 год. Здесь, Сергей Анатольевич, 106 докладов. 106 докладов. Понимаете, какой мощный потенциал. Я знаком был, с этой. Вы смотрели это? Да, я смотрел. Я знакомился вообще с историей, экономической мысли, с развитием, с размещением производственных сил на территории Республики Коми. Здесь есть очень уникальные вещи, которые служат не просто внимания, а просто сегодняшнего внедрения, что даст вот уникальный эффект с точки зрения тех программных вещей, о которых я уже говорил, о которых вы тоже знаете. Здесь проработка, вот, ну, честно говоря, до такой глубины знания особенностей тематики и системы, которая, к сожалению, за многие годы была утеряна. И вот здесь это то, на чем, в принципе, мы сегодня тоже базируемся и ориентируемся. И те самые люди, которые сегодня были уже Ольгой Викторовной упомянуты, они нам дают соответствующую пищу для размышления и дают рекомендации с точки зрения, конечно, организации всех этих моментов и процессов. И мы им очень благодарны, они у нас в научном совете, и мы их привлекаем к обсуждению всех этих инициатив. Давайте усиливать это направление. С удовольствием. Давайте Мне вот кажется, это научное направление Валерий Александрович, усиливать. здесь все-таки еще важен такой момент, вот, коли мы упомянули прошедший форум. Все-таки суть таких форумов, мне кажется, ценность заключается в том, что это очень широко представительная, публичная диалоговая площадка. Площадка, на которой обсуждаются проблемы
с участием людей, заинтересованных в развитии, людей, которые знают и понимают суть этих проблем, и которые не просто эти проблемы называют, они говорят, а что сегодня можно сделать, чтобы ситуация поменялась. И вот эта складывающаяся практика, когда не в узком, не кулуарно обсуждается и принимается решение, а в этом профессиональное сообщество, это очень важно, потому что форум-то ведь в принципе закончился тем, что да, у нас на сегодняшний день есть серьезные проблемы в системе профессионального образования. Да, мы с вами все фиксируем о том, что наша молодежь сегодня уезжает за более качественным образованием, за более интересной средой, за более перспективной работой. Мы теряем этих ребят, которые могли бы свои проекты реализовывать в республике. И были предложены очень конкретные вещи, что сделать так, чтобы они здесь оставались и свою инициативу могли реализовывать здесь. И люди ведь не просто предлагали эти подходы, какие-то решения, ряд из них такие прорывные с моей точки зрения, они сами готовы в этом участвовать. Поэтому я думаю, что это еще одно очень важное подспорье в части того, чтобы менялась сама и кадровая атмосфера, и усиливались возможности для тех людей, которые готовы вкладываться в потенциал республики. Михаил Юрьевич, вы же исповедуете проектный подход? Да, конечно. Давайте мы сейчас вот прямо договоримся с вами, как мы будем усиливать научные направления. Я вам скажу, не только в Москве это можно делать. «Эксперт», «Медиахолдинг» — это не только журналы, это мощнейший аналитический центр. Я пока еще не предлагаю. Он базируется в Екатеринбурге, на Урале, не в Москве. Я горжусь этим, что наш аналитический центр не в Москве. Это можно делать. Можно двигаться по стране, не все концентрировать в Москве. Когда мы разбираем систему проектного управления, можно обращаться к иностранным источникам, можно смотреть какие-то современные материалы, но вся суть проектного управления очень легко становится понятна, если поднять документы Госплана, как работала наша страна десятилетия назад. Что такое проектное управление? Есть вектор движения республики, вектор движения субъекта и различные вектора подразделений, людей, участников этого проекта. И суть проектного управления сделать так, чтобы отклонение этих векторов от единой структуры, от единой цели было минимальным. Вот это то, что очень хорошо было описано. И когда мы пытаемся построить некую общую интеграционную платформу, как мы все должны работать по единому бюджету, мы должны построить модель, которая позволит нам управлять всеми процессами. И проще всего нам провести декомпозицию этого, обратившись именно к тем документам, вот, о которых вы сейчас говорили. Те книги, та литература, которая была ранее. И науку, конкретную верно. науку. Не Академия абстрактную, наук. а вот эту науку, которая приведет к развитию производительных сил. Будем усиливать, да, будем развивать. Мы общались с Академией наук, вот буквально я был в Москве на этой неделе, и там гораздо больше пользы по проектному подходу, чем, к сожалению, то, что дают нам Запад, да, систему проектного управления, которая сейчас принимается. Когда проведем конференцию на эту тему? Небольшую научно-практическую конференцию. Информация настолько актуальна, что, я думаю, это можно сделать в самое ближайшее время. В июне? Да, давайте в июне. Давайте в июне проведем. Тему. Вы договорились, Да, есть связи, у нас есть потенциал. Я своих ребят позову это очень с Урала, хорошо. пожалуйста, давайте в июне. Все, зафиксировали. Следующий вопрос, вот вам тоже, Михаил Юрьевич. Проекты уже есть, но вот в интернет залезешь, в благосферу, там же помои. Ну как, люди пишут, еще ничего не случилось, только проект объявлен. Там пишут, опять это отмывание денег, деньги украдут. Это что такое? Я понимаю, что люди разные бывают. Как этому противостоять? Это очень актуальная тема. Я уже дважды проводил коллегию средств массовой информации участников всех процессов, которые в республике. Мы постоянно пытаемся довести до СМИ. Уважайте прежде всего себя. Если вы будете писать о том, что один нетрезвый водитель сбил 2 пьяных пешеходов, сгорел дом и разворовано какое-то там хозяйство, ну, наверное, да, это будут читать. Но это ли нужно нашим людям? Если устроить публичную казнь на Стефановской площади, наверное, приедут из других регионов и будут в очередь стоять. Но зачем давать постоянный негатив людям? У нас много хорошего происходит в республике. У нас постоянно идут интересные мероприятия. Вот завтра будет посадка деревьев. Вот это нужно освещать. Здесь вопрос... Михаил Юрьевич, издательский дом «Коми», 5 изданий, на коми-языке, уже много лет дотация, которую он получает, не растет. Инфляция это есть, а дотация не растет.
Здесь опять система, которая была построена ранее, она была управляемой. Давали задачи, и СМИ отрабатывали это за определенную плату, за определенные гранты, субсидии и так далее. Наша задача сейчас сделать систему прозрачной, чтобы... Но они же не заработают денег, это невозможно. Они не заработают денег на рынке. Это невозможно. Я считаю, что истина где-то посередине. Мы должны поддерживать. Здесь есть, конечно, моменты, связанные с тем, что, конечно, в любом случае те, кто несет дополнительную социальную нагрузку, а все-таки СМИ... Детские журналы, конечно, на каком языке, конечно, как это они заработают безусловно. Это составляющая, которая сегодня не учитывать в развитии региона, просто мы не имеем права. Поэтому, конечно, сейчас мы в ряде случаев, даже исходя из непростой экономической ситуации, принимаем эти решения. И вот буквально на сессию, которая будет в июне месяце, мы выносим предложения, связанные с пересмотром соответствующих подходов. И, конечно, те, издания, о которых вы говорите, они будут в приоритете. Они будут, безусловно, финансироваться с тем, чтобы люди занимались своей профессиональной деятельностью, решали вопросы, направленные для развития общественного сознания, углубляли знания языка и давали ту самую пищу информативную, которая на сегодняшний день востребована обществом. Это крайне важно. Как журналист не могу вас не поблагодарить. Спасибо. Вот тема. Университет носит имя Петерима Сорокина. Петерим Сорокин очень сильно недооценен в стране. Очень сильно. По поводу образования и вот этой сферы. Конференцию и по поводу развития науки. Конференцию они проводят, университет, в сентябре, и пригласили меня в оргкомитет. Я с благодарностью согласился. Ведь это очень важно, поддержать эту конференцию, раскручивая имя Петерима Сорокина, выдающегося ученого. Это абсолютный социолог мирового уровня. И мы его в России немножко недооцениваем. А вот у меня вопрос к бизнесу. Вы знаете, что конференция будет в сентябре? Первый раз слышу. А я вот вам говорю. А вы знаете, что Спасибо. бюджет конференции 900 тысяч рублей? И что, конечно, международную конференцию за 900 тысяч рублей провести нельзя. А вот вы говорите, бизнес активен. А давайте мы попробуем активный бизнес подключить к этой международной конференции именем Петерима Сорокина. Мы сможем это сделать? Ну, тяжело будет. Почему тяжело? Потому что полагаю, что бизнес Так это всегда... же ваше, это же наше все. Бизнес всегда видит что-то под собой, что-то... Что под собой? Мы знаем, реальное какой такое. имидж республики. Я все Как? прекрасно понимаю. Надо возвращать доброе имя республики. Вот вам международная конференция Петерима Сорокина. Это допустим, ваш бизнес, будущее, ваши инвестиции. Со своей стороны я с удовольствием. Но поднять других, допустим, я полагаю, что трудновато. Ну, мы вместе поднимем. Давайте попробуем. на самом деле ведь бизнес участвует и очень активно сотрудничает и с Сыктывкарским госуниверситетом, и Ухтинским техническим университетом, и не только в рамках хоздоговорных отношений. Но по большому счету, вот приедьте, посмотрите в университете, там открыты лаборатории, аудитории, те, которые сделали именно, сделал бизнес. И по большому счету сегодня те научные разработки и уже их практическая реализация, в общем, скажем, живые машины, механизмы, установки, разработки, они сегодня востребованы. И бизнес за это платит. Поэтому я думаю, что не 900 тысяч там будет на эту конференцию, и проведем ее международную, и бизнес в этом деле будет участвовать. По крайней мере, опыт у того же Госуниверситета Сыктывкарского, у того же Технического университета есть. Мало того, сегодня, что очень отрадно, университеты начинают между собой активно сотрудничать. Они находят общую площадку, общие темы. И это такой создает кумулятивный эффект, когда не просто отдельно взятое учебное заведение, а именно учебный, научный потенциал целой республики показывается. Но здесь помимо сотрудничества, здесь, конечно, очень важна конкуренция здоровая. И это тоже очень важно. То, что, в принципе, на сегодняшний день имеет технический университет, понятно, очень сложно, допустим, осваивать классическому университету. И здесь некие подходы в самой организации, самого процесса. Конечно, вот здесь элементы конкуренции, которые дают возможность более качественно повышать уровень и преподавания, и тех самых программ, и того, что предлагается, а предлагается в основном во внешнюю среду. И когда тот же бизнес оценивает, по какой программе
программе учится и может каждый в свой блок вставить определенную, так сказать, тематику и по этой тематике обкатать уже студента, а не специалиста, который пришел на предприятие. Это очень важная история. И поэтому здесь мы, конечно, это уделяем колоссальное внимание. Что касается конференции, вы абсолютно правы. Здесь, конечно, позиционирование того пласта учения, который, в принципе, сегодня является, так сказать, основополагающим в решении многих задач, многих вопросов вообще жизнедеятельности общества. И вот здесь как раз показать ту базу и классику того, что здесь было создано на этой земле, на этой территории, с привлечением действительно известных социологов, известных ученых, это очень важно. Я вас понимаю как журналиста с точки зрения подачи, с точки зрения вообще того, а что же здесь мы имеем такого ценного, что на сегодняшний день может быть востребовано обществом в целом. Вот это, конечно, очень важная это задача. же фактически конкурентные преимущества, однозначно, которые потом отражаются и на инвестициях, абсолютно. на рабочих местах, конечно. и так далее. Уровень осознания и понимания этой важности и ценности – это в том числе дополнительная визитная карточка, которая выливается, как вы правильно говорите, в дополнительный инвестиционный потенциал. Ну и самое интересное, я прошу прощения, значит, вот то, что говорит Сергей Анатольевич, он произнес о создании лесопромышленного кластера. Хотя изначально идею создания лесного образовательного комплекса и вообще сама идея, она родилась в стенах лесного института. И такой кластер создан. И там очень активно работает как раз бизнес. И благодаря этому появляются и лаборатории, и в то же время молодые люди, оканчивая институт, идут работать на конкретное производство. Можно еще один вопрос? Да, пожалуйста. Вот сегодня буквально утром, значит, у меня была встреча с FM Logistic. Это известная французская компания, мощнейшая, которая занимается логистикой. Это такой мировой уже бренд, достаточно весомый в развитии, так сказать, вообще потоков, взаимосвязи, обратных элементов поставки, различного рода. Крупнейшие сети строятся на их, так сказать, логистических программах и так далее. Вы знаете, совершенно удивительно. Самим, так сказать, представителям этой компании, известными людьми, была поставлена, так сказать, тема подготовки кадров. Вы знаете, когда я им стал рассказывать про Ухтинский технический университет, про систему, которая там создана, и каким образом мы здесь можем на самом деле им помочь, а самое ведь главное, это качество наших студентов, это качество людей, рожденных на этой территории, сформированных в этих условиях. Я говорю, знаете, вот это те люди, на которых можно всегда опереться, которые выполнят задачу в любой точке, куда бы вы их ни послали. Будь то крайний север, будь то, извините, арктическая зона, будь то Дальний Восток или еще. То есть это люди, преданные своей профессии. Да, понятно. Это вот эта основа, которую они взяли на вооружение. Говорит, хорошо, давайте, говорит, начнем степ-бай-степ. Давайте посмотрим, что здесь можно действительно создать с точки зрения всей системы FM Logistic, потому что люди знают язык, они прекрасно сегодня воспитаны, они имеют очень серьезные знания в области, так сказать, там, информационных технологий, добавить им изюминку, специфику и специализацию, и в этой части мы, конечно, будем иметь мощнейший пласт сегодня, обеспечивающий как раз экономику как кровеносную систему. Мы вообще, мне кажется, должны все-таки сказать о том, что, я, во-первых, Андрей Николаевич, хочу поддержать, что сегодня бизнес очень много занимается благотворительностью, и не просто это какие-то разовые вещи, а старается, исходя из приоритетов, которые в республике есть, и всегда с пониманием к этим вещам относился. А все-таки мы должны сказать, что то, что касается вопросов взаимодействия бизнеса с системой профессионального обучения, тут у нас с вами такая практика, которой может позавидовать любой регион и Россия в целом. И это экспертами федеральными было отмечено, что это на самом деле. И то, что сегодня в рамках конференции был открыт бизнес-инкубатор, это тоже благодаря тому, что бизнес сюда вкладывался. Поэтому люди открыты для этой деятельности. Очень важно, чтобы действительно, объединившись, мы сами двигались в созидательном таком русле. Николай Михайлович, вы тянете птицеводство. Сейчас у вас свиноводство 25 тысяч голов, как я помню, да? Больше 25 тысяч уже на сегодня поголовья свиней. Вы дальше будете двигаться? Мы в этом году заканчиваем реконструкцию всего свиного комплекса. И на следующий год мы выйдем на проектную мощность, которая проектная мощность позволит нам производить 6600 тонн мяса в году. Вот такая наша перспектива по свиноводству. Будете брать другие бизнесы, другие проекты? Это мне вопрос серьезный. Но полагаю, что у нас еще есть часть объектов, которые мы должны будем закончить. Вот сегодня мы, допустим, плотно занимаемся цехом блока переработки, расширением. Мы его планируем где-то 3 года закончить. На очереди реализация проекта комбикормового завода.
Мы уже, правда, частично начали его, но этим занимаемся. Ну и когда вот здесь появится стабильность с вводом этих объектов, то полагаем, что возможно, и будем искать другие. Есть предложения, допустим, помочь другим предприятиям, и мы их рассматриваем на сегодня. И почему я спрашиваю, на вас смотрят, вы один из лидеров бизнеса республики, и если вы двигаетесь и берете еще проекты, на вас будут смотреть. Это очень важно. Он сам является инициатором. Более того, когда мы обсуждаем какие-то текущие вопросы, и действительно возникает необходимость подставить плечо, в прямом смысле этого слова, то он один из тех, кто сегодня предлагает свои услуги. И как менеджер, я понимаю, какая нагрузка на нем лежит, но тем не менее, знание в целом глубоко отрасли и понимание, как она устроена и что нужно сделать, вот он на сегодняшний день готов положить на алтарь. Я искренне говорю, положить на алтарь развитие региона. И вот именно на таких людей рассчитываем, вот именно такие люди в авангарде решения тех задач, которые перед нами стоят. Михаил Ильич, с вашим проектным подходом у вас много проектов таких? Здесь самое главное в любом проекте очень четко составить так называемый паспорт проекта. Это определить цели, что мы хотим добиться, реализовав проект, как мы измерим наш результат. И вот проекты, которые не мечта, а проекты, которые можно воплощать в жизнь завтра. А все что угодно. Наша задача перестроить мышление. Вот все проекты, которые мы реализуем, мы должны научиться правильно измерять, научиться целеполаганию и научиться корректировать их на этапе реализации, не бояться, что мы не идем не в ту сторону. Это очень непростая задача. Задача, чтобы все мыслили именно по проектному. Вот когда это реализовано, уже после этого можно внедрять программные комплексы, интеграционные платформы какие-то. Но самое главное – это разбудить людей, расшевелить и заставить их мыслить Самый по-новому. простой проект, Васильевич. Это 300 населенных пунктов не имеют устойчивой, стабильной радиосвязи. Ну, вот их нет. Понимаете, это проблема, которая, в принципе, не решалась на самом деле. Не было средств, не было технических возможностей и так далее. Вот сегодня мы приняли для себя такую задачу, и мы ее реализуем. Вот в ближайший год, до конца года, будет уже почти 50 населенных пунктов обеспечены таким устойчивым, соответствующим предоставлением услуг связи. Это, конечно, мобильная связь. Это, конечно, можно позвонить, знаете, как в социальной рекламе, позвоните родителям, узнайте, как их самочувствие. Это очень важно. Дети, которые сегодня живут, может быть, в городской черте, да, и лишний раз не могут приехать, но иметь возможность доступа информационного. Мама, папа, что с тобой? Там, как дела? Надо чем помочь? Нет, да? Конечно, это возможность обеспечения какими-то услугами быстрыми, оперативными, социальными. Да? Даже если, не дай бог, кому-то плохо, это вызвать ту же самую санавиацию. Решить вопрос, потому что к многим просто не добраться во время распутицы и так далее. Тоже инвестиционная проблема. Абсолютно, да, конечно. Да. Абсолютно. И когда мы начали внедрять, я вам могу сказать, что вот эти операторы, мы уже даже не успели туда приехать, посмотреть пилотный проект, они уже симки раздают, понимаете? То есть бизнес-то понимает, что инфраструктура раз готовится, значит, есть потребитель. И этот потребитель уже требует обхаживания, требует определенных, значит, предложений и так далее. И они идут активно. Поэтому та инфраструктура, в любом смысле этого слова, да, которая обеспечивает работу бизнеса со всеми условиями, вот это наша задача. И мы это будем выполнять при любых обстоятельствах. Ольга Викторовна, вы чувствуете вот это моральное, что ли, нравственное движение вперед? Потому что не будет моральных оснований, не будет хозяйства. Понимаете, предыдущие, не стану коротко говорить, да, значит, безнравственные основания несколько завели республику не туда. Вот сейчас вы чувствуете эти изменения? Они уже есть, люди откликаются? Ну, во-первых, я хочу сказать, что республика всегда была таким особым регионом в части ресурсов и в части результатов. И очень многие инициативы, рожденные в республике, они были активно подхвачены не только в России, даже за ее пределами. Она была одним из лидеров? Да. И, вот здесь написано, что вот на Европейском севере, о чем Витязева писала, ключевой регион – это Коми, республика Коми. И доброе имя республики, которого достойны наши жители. Сейчас важно не то, что его нет, важно, чтобы оно было определяющим, а все то, что было наносное и несвойственно, сегодня это не мешало. А все, что касается наших людей, организаций, структур, знаете, они вчера трудились и работали, и сегодня трудятся и работают. Другое дело, что видя новые возможности, наши люди очень охотно в это включаются. И мы сейчас, в общем-то, вот даже по встречам и с людьми, и с общественными организациями, это можно сказать, сколько абсолютно там новых таких интересных проектов появляется. Поэтому я, в общем-то, здесь проблемы не вижу. Регион всегда был очень достойным, и у нас нет каких-то проблем для того, чтобы и эта ситуация дальше развивалась успешно. Я считаю, что для этого
есть все возможности. Позвольте, я добавлю два слова буквально. Будет завершать. Да, дело в том, что просто я уже говорил, и еще раз хочу на этой передаче подчеркнуть. К тому, что произошло в прошлом году, народ Коми не имеет никакого отношения. Это просто так сложились обстоятельства, и, к сожалению, так сработали в некотором смысле те, кто, к сожалению, сегодня нанес такой, извините, моральный ущерб региону. Но народ здесь отживчивый. Здесь у людей стремление жить качественно, абсолютно осознавая свою причастность к этой земле, колоссальная. Вот я встречаюсь с людьми, я вижу их стремление, вижу их порыв и вижу их желание. И все, что происходит, все, что делается, сделаешь маленький шажок вперед, люди абсолютно благодарны и готовы помогать, готовы идти навстречу, готовы совместно реализовать. Это очень важно, потому что я-то уверен, что, говоря в кавычках, авторитарными методами невозможно добиться развития. Надо опираться на все активные слои, на всех активных людей. Бизнес, общественные организации, Народный фронт, наука, интеллигенция, средства массовой информации. Они должны понимать, что мы все вместе делаем, к чему мы все вместе идем, видеть цели и понимать, как мы солидарно вместе работаем. Вот мне очень нравится слово «общественная солидарность». А слово «солидарность» происходит от латинского слова «твердость». Твердость – это очень важно. Такова структура момента сегодня в Республике Коми. До свидания.